Всем доброго дня, всем здравствуйте, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а это значит все самое интересное за неделю из мира спорта циклического. Всем здравствуйте! По традиции начнем, наверное, с казахстанских новостей, а, наверное, больше не с новостей, а напоминаний. Напомню, что продолжается регистрация на старты под эгидой Кубка Тимир Адам. Вся официальная информация есть на triathlon.org.kz и, конечно же, на timiradam.com. Не забывайте, что 7 стартов в этом году, различная и широкая география проводимых этапов позволяет посетить, конечно же, прекрасные уголки нашей большой страны, ну и плюс принять участие в различных мероприятиях. Напомню, что в этом году пройдут новые дисциплины, может быть, для мира триатлона они не совсем в новинку, но на территории нашей страны это будет любопытно посмотреть. Напомню, что пирамида, так называемая, пройдет в Талдыкургане, но и плюс ко всему не забывайте следить за календарем. Всю полезную информацию вы, конечно же, можете найти в личном кабинете, ну и плюс ко всему не забывайте о том, что можно получить различные бонусы и скидки, если вы зарегистрируетесь на все старты сразу. Плюс, конечно же, Казахстанская Федерация Триатлона напоминает о том, что мы не застрахованы в плане того, что если будет меняться ситуация ковидная и, соответственно, будет усиление различных карантинных мер в том или ином регионе, где будут проводиться старты. Поэтому обо всем по порядку и обо всех изменениях вы будете узнавать, конечно же, в том числе из наших дайджестов и на сайте Казахстанской Федерации Триатлона. Не забывайте, регистрация открыта, регистрация уже идет, и можете вы уже занять свой слот и застолбить за собой место на том или ином старте. Так что приглашаем, не забывайте, с нами весело и с нами скучно не бывает. Также еще параллельно хочется напомнить о том, что продолжается лицензирование, вы можете получить лицензию атлета. Какие преимущества, во-первых, дает лицензия триатлета? Лицензия КФТ действительно на всех соревнованиях под эгидой World Triathlon и Ironman. Вам не нужно будет приобретать разовую лицензию. Лицензия КФТ действует 1 год с даты оплаты. Оформление в начале сезона и целый год можно не беспокоиться о разовых лицензиях. Отсутствие сбора за регистрацию на соревнованиях, проводимых под эгидой КФТ, кроме Ironman, обладателям лицензии оплачивается только стоимость стартового пакета участников. Ну и плюс различные, конечно же, бонусы от наших генеральных и различных партнеров, с которыми Казахстанская Федерация Триатлона сотрудничает. Напоминаем, каждый участник соревнования, проводимого под эгидой с участием КФТ, обязан иметь лицензию триатлета Казахстанской Федерации Триатлона. Для атлета категории Age Group стоимость годовой лицензии в 2022 году составляет 20 тысяч тенге. Разовая лицензия 5 тысяч тенге. Стоимость выпуска дубликата лицензии для атлетов категории Age Group в случае утери 4 тысячи тенге. Ну и разовая лицензия оформляется напрямую во время регистрации на старт. Годовая лицензия триатлета оформляется через личный кабинет на официальном сайте kft.triathlon.org.kz. Так что заходите в гости, следите и получайте информацию, регистрируйтесь на старте. Впереди обещает быть очень интересный и насыщенный сезон Тимир Адам Кап. К небольшим новостям, или так бы я сказал, к мелким новостям, которые были за прошедшую неделю, но для нас они тоже так с галочкой пометим для себя. Так, в частности, документальный фильм Ironman 70.3 World Championat дебютирует на Outside TV. Напомню, что Ironman официально с этого сезона подписал соглашение спонсорское с Outside TV, где на протяжении, по-моему, если не ошибаюсь, 5 или 7 лет будут показаны в большом объеме и чемпионаты мира на половинке, и, конечно же, чемпионат мира на полной дистанции в различных категориях, в том числе и Age Grouper. В общем, Ironman планирует тесное и плотное сотрудничество, и данный фильм, документальный фильм чемпионата мира с половинки, который проходил в Сент-Джордже, это, собственно говоря, только начало, только маленький шажок. Дальше таких выпусков и таких документальных фильмов будет очень много. Outside TV, ну, если сравнить, наверное, берет что-то самое лучшее, к примеру, если сравнивать с Netflix, который пытается сейчас развивать, очень активно снимать документальные фильмы
фильмы о Формуле-1, о различных знаменитых личностях из мира различного вида спорта. Ну и в частности, в целый месяц Netflix провел в Австралии, где совсем скоро, я думаю, презентует свой фильм об Australian Open, о теннисном турнире. Так что Outside TV это, скажем так, некий Netflix в мире триатлона, в мире Ironman. World Triathlon разработал новый курс по подготовке триатлеток, и нужно сказать, что главным действующим лицом здесь является Холли Баннер. Она была в прошлом профессиональным триатлетом, сейчас является профессиональным психотерапевтом. И, собственно говоря, вот ее такой курс разработала она, разработала вместе с коллегами, так, в частности, врач спортивной медицины из России Ирина Зеленкова и физиотерапевты из Хорватии Кристина Скроча. Вот эта вся команда, которая сейчас новый курс, новый базовый подход именно для девушек формирует, плюс, как мы видим, не только физика задействована, но и, конечно же, психотерапия тоже имеет большое значение. Регистрация проходила до 4 февраля, ну и там несколько базовых курсов лекций. Я думаю, что, возможно, какие-то интересные моменты World Triathlon потом, для того, чтобы распространить эту информацию, возможно, опубликуют либо у себя на YouTube-канале, либо какие-то вырезки мы увидим на официальном сайте. В рамках Ironman WACA пройдут сразу две гонки. Это в Северной Америке, в Техасе. Была достигнута договоренность в 2021 году, что ряд гонок вместе с профессионалами пройдут также и любители. Это может принести, во-первых, самим организаторам гонки $16 миллионов дополнительно, но и плюс, как мы понимаем, что все эти выплаты либо идут на благотворительность, либо часть из них идет, конечно же, на выплату бонусов и каких-то призовых победителям этих гонок. Так что мы видим, что триатлон не только развивается в плане географии, но и очень серьезно, особенно с прошлого сезона, взялся за заработки профессиональных атлетов. ПТО открывает регистрацию на гонки для любителей. Об этом официально ПТО Тур сообщил и рассказал на своем официальном аккаунте, на своих социальных страницах. Регистрация открыта на такие гонки, как Канада Open, который пройдет 23-24 июля, также Кубок Коллинза 20-21 августа и ПТО US Open, тоже грандиозное событие в Ирвинге в Техасе 17-18 сентября. Как вы понимаете, гонки пройдут на разных дистанциях и будут проходить на той же трассе, что и соревнуются профессиональные атлеты, атлеты категории элит. Помимо того, что вы платите за регистрацию, бонусы для вас, конечно же, это, как всегда, фото и видео отчеты, плюс финиш пикс футболки, гоночные кепки, медаль финишера, ну и какие-то бонусы для, я думаю, победителей, конечно же, Age Group тоже предусмотрены. Плюс подарочные сумки PTO. Также предлагают политику возврата средств в случае, если будут форс-мажоры, связанные с ковидом. Так что вот ПТО, как всегда, мы видим, параллельно двигается и с элитными спортсменами и не забывает об эйдж-групперах, тем самым делая каждое соревнование, я думаю, зрелищным. Напомню, что каждый старт ПТО тура будет показан в большом объеме, и я даже не исключаю, что гонка эйдж-групперов тоже будет иметь отдельное такое внимание. Так что не забывайте: Канада, Братислава и Техас. Вот, наверное, куда вам стоит направиться. Посмотрите календарь, запланируйте. Я думаю, что будет очень любопытно и очень интересно. В Андорре в эти выходные проходил чемпионат мира, причем не на стандартный и привычный для нас зимнему триатлону, плюс ко всему впервые прошел и зимний дуатлон. Ну и нужно сказать, что Франко Песаванто из Италии и Анна Медведева из России — это люди, которые внесли свои имена в историю, они стали первыми победителями на этих дистанциях. Также дуатлон принимал участие как категория элит мужчины и женщины, соревновались андеры, соревновались возрастные группы до 23, до 19 и до 17 лет. Тройки лучших и победителей вы можете видеть сейчас на своих экранах. Скажу, что гонка и трасса сама по себе была очень интересной. Как вы понимаете, Андорра, холмы и что такое равнина.
там, конечно же, не знает. Что касается дуатлона, мы рассказали, но и, наверное, поподробнее нужно остановиться о том, что и прошла гонка полноценного зимнего триатлона. Здесь триумфатором в женской гонке стала россиянка Дарья Рогозина, которая приняла решение не участвовать в дуатлоне, а сосредоточилась именно на зимнем триатлоне. Ну и, как выяснилось, ей это принесло полноценный успех. Она сумела после велоэтапа за счет лыжной дисциплины оторваться от своих соперниц и фактически, порядка 4 минут она привезла своей ближайшей конкурентке Сандре Медхер из Италии. Третье место досталось представительнице Норвегии Элизабет Свилом, у нее время 2 часа 7 минут. Что касается мужчин, то победителем зимнего триатлона стал триумфатор зимнего дуатлона, итальянец Франко Песоланте. Он показал результат 1 час 48 минут. Любопытно, что между золотом и серебром уместилось всего лишь 14 секунд. Серебро досталось представителю Чехии Марику Раутхаусу, и бронза досталась Евгению Лашеву из Российской Федерации. Также проходили дистанции в Ю-23 и в юниорах. Все данные, вся информация на наших с вами экранах. Вот такой получился уикенд в Андорре по зимнему триатлону. Очень жалко, что таких гонок проходит мало. Хочется, чтобы и зимний триатлон тоже не забывали. Может быть, не за горами его появление и в олимпийской программе. Как знать. Компания Garmin представила новую серию, новинку в своем семействе мультиспортивных GPS-часов Garmin Fenix 7. Ну и плюс ко всему еще представили смарт-часы Garmin Epix. В общем, что нужно сказать? Я думаю, что люди, которые следят за Garmin, и люди, которые следят вот за такими новинками, наверняка уже прошерстили YouTube, прошерстили официальные сайты производителей и наверняка уже увидели новинки и новые функции этих часов, что они в себя внесут. Да, кто-то, может быть, скажет, что фонарик там или какие-то еще дополнительные функции лишние, но вот Garmin не останавливается, развивается абсолютно во всех направлениях. Компания рассказала о том, что улучшили датчик GPS, плюс несколько новых функций ввели, порадовали тем, что монитор и экран стал, скажем так, ярче, и уже при дневном свете, при ярком солнечном свете уже все отображается намного лучше. Плюс рассказали о том, что можно хранить музыку и бесконтактные платежи Garmin Pay, что тоже немножко удивляет. Вот так вот скоро уже часами можно и расплачиваться, да, ну не скоро, а вот уже, наверное, сейчас прямо это можно сделать. Что касается активных смарт-часов Garmin Epix, то разработчики поместили в сам экран, сам монитор солнечные батареи, что увеличивает работу самих смарт-часов и продлевает срок работы. В общем, минимально и максимально, как заявил подрядчик, как заявил сама фирма-производитель, до 16 часов без зарядного производства эти часы могут работать в активном режиме, если вы проходите, не знаю, какие-то тренировки постоянные, либо же вы постоянно находитесь в активном процессе. Так что вот я думаю, лишний раз заглянуть на YouTube-канал Garmin, увидеть обзор, посмотреть. Я думаю, что совсем скоро все люди, которые связаны с миром спорта и триатлона, обязательно сделают свою подборку и скажут, дадут свою оценку. Круто или нет, кому подходит, кому не нравится, и выскажут свое мнение. Ну а вам остается только прислушаться и сделать, наверное, свой выбор. Хотите ли вы сделать себе обновление, может быть, кому-то даже подарок на ближайшее мероприятие. Так что вот Garmin тоже шагает в ногу со временем. В апреле месяце пройдет такая неофициальная церемония спортсмен-атлет года, как у мужчин, так и у девушек. Ну и, наверное, нужно отметить, что в этот список попал известный марафонец Элиуд Кипчоги. Он один из немногих номинатов, кто в этом списке. Нужно отметить, что в этом списке представлены футболист Баварии Роберт Левандовский, чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен,
Ну и игрок НФЛ американской футбольной лиги Том Брэди, многократный чемпион, и теннисист Новак Джокович. Но что касается последних двух, я бы, наверное, сказал, что шансы немножко у них поменьше. Все-таки Том Брэди в этом году не вышел в финал НФЛ, чем, скажем так, себе, может быть, статистику подпортил, хотя чемпионских перстней у него хватает. Но а Новак Джокович, я думаю, был главным ньюсмейкером всего месяца январь. Его скандал с ковид-диссидентством, с карантином в Австралии, после чего правительство Австралии просто-напросто выгнало его из своей страны. Так что вот у Джоковича и у Брэди шансов, наверное, поменьше. Что касается Левандовски, Ферстаппена и Кипчоги, я думаю, что вот здесь у них наверняка шансы большие, ну и примерно по процентов 35-40 для того, чтобы стать спортсменом года. Вот такие новости были за эту неделю. Не забываем, конечно, что идет еще и зимние Олимпийские игры. Если вам интересно, то следите. Я думаю, что лыжные гонки, биатлон и различные другие сферы, в том числе ряд дисциплин, где присутствуют циклические виды спорта, наверняка вам интересно. До новых встреч, болейте на здоровье!